На территории села Табага начались первые работы по строительству будущего моста через реку Лена. Консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС начал практическую работу. Как сообщает пресс-служба группы ВИС, на место будущей строительной площадки перебазированы 4 буровые установки для старта изыскательских работ со льда. Все работы на этапе изыскания и проектирования финансируются подрядчиком. О том, какие проекты еще реализует группа компаний ВИС в Якутии, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Сегодня на территории города Якутска группой компании ВИС реализуется и строится 12 общественных пространств. Это 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта культуры и современная библиотека. Давайте вспомним, какие это были проекты. Первый проект был возведен в 2018 году в селе Сырдах. Здесь построили новый детский сад. Это первое за последние 2 десятилетия капитальное здание, построенное в селе, расположенном в 25 километрах к северу от столицы республики. Здание рассчитано на 240 воспитанников. Его общая площадь составляет более 3500 квадратных метров. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. В детском саду устроены блоки, состоящие из игровых, спальных и санитарных помещений. Кроме этого, для юных жителей села работают физкультурные и музыкальные залы, специальные кабинеты для развивающих и образовательных программ, медицинский блок. Такие же социальные объекты открылись и в городе Якутске. Это детский сад номер 75 «Ивушка» в Сайсарском округе, детский сад «Цветик-семицветик» и детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города и детский сад номер 30 в районе 17-го квартала. Эти учреждения выполнены по индивидуальному проекту, имеют игровые ячейки, музыкальные и спортивные залы, а также медицинские блоки. Следующими объектами стали школы. Так, благодаря данному соглашению была возведена современное здание национальной школы АИК-ГАТА на 203-м микрорайоне. Помимо этой школы, еще 2 школы открылись в микрорайоне ДСК и в Сайсарском округе. Это школы номер 6 и номер 25. В обеих учреждениях проходит обучение все возрастные группы от начальных до старших классов. Также группа компаний ВИС занимается и строительством международной арктической школы, которая распахнет свои двери уже совсем скоро. Он строится на территории Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Школа представляет из себя 6 блоков разной этажности, включая отдельный спортивный блок, рассчитанный на 220 учеников. Общая площадь здания превышает 7000 квадратных метров. Следующими проектами стали объекты культуры, один из которых распахнул свои двери в марте прошлого года. Это детская школа искусства с концертным залом на 300 мест открылась в 203-м микрорайоне. Объект имеет 3 этажа общей площади более 4500 квадратных метров. Второй объект культуры – это многофункциональный развлекательный комплекс, Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Это 3-этажное здание общей площадью свыше 5500 квадратных метров, разместила досуговые помещения как для молодежи, так и для ветеранов. В Центре культуры появится один из крупнейших киноконцертных залов Якутска на 500 зрителей, оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием, и музей авиации Якутии, где будет собрана обширная информация обо всех событиях и фактах, связанных с развитием авиации республики. И замыкает список смарт-библиотека, который расположился в 203-м микрорайоне. Это первый подобный объект не только в республике, но и на всем Дальнем Востоке. Здесь представлен совершенно новый формат организации пространства. Книгохранилище на 130 000 томов, электронные читательские билеты, автоматизированная система выдачи книг и собственный издательский центр. Все это стало доступным для горожан. Отметим, что стоимость создания 11 объектов с участием бюджета города 8,5 миллиардов рублей, из которых фактические затраты бюджета к моменту ввода объектов в эксплуатацию, это декабрь 2019 года, составила лишь 1,5 миллиарда рублей. Остальные средства, 6,5 миллиардов, на этапе строительства были инвестированы частным партнерам. Они будут поэтапно возмещены частной стороне в период с 2020 по 2026 годы, что не создаст критических нагрузок на бюджет города.